Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые школьники, родители, студенты. Меня зовут Рашитова Розалия Сабитовна. Я доцент кафедры иностранных языков Башкирского государственного университета имени Акмуллы. Я кандидат исторических наук. И сегодня я очень хочу поделиться с вами тем опытом, который я приобрела благодаря тому, что я изучаю родословную своего рода. Это началось где-то лет 5-6 тому назад. До этого, вы знаете, я очень переживала, когда что-то происходило в этом мире. Я переживала за судьбу своей дочери. Я думала о том, а как же будет складываться моя жизнь. Я переживала за судьбу своих близких. Но вот и затем я стала задавать себе вопросы, а почему так происходит? А как это может быть связано с моим родом? Я стала наблюдать за судьбой своих родственников, своих близких. И вот с этого времени, вы знаете, моя судьба, моя жизнь коренным образом изменилась. Когда я думала о том, о чем вам сегодня рассказать, я буквально по пунктам для себя выделила, а что мне дало то, чем я сейчас занимаюсь, изучение родословной моего рода. И самое первое, на что я хочу обратить внимание, у меня появился стержень. Во мне появилась огромная уверенность в себе. И я сейчас буквально, знаете, физически чувствую, что за мной стоит мой род, мои предки, мои великие предки. И благодаря этому мне уже ничего в этом мире не страшно. Вы знаете, есть такая легенда о том, что если ты один прутик, тебя легко сломать и выбросить. Но когда мы вместе, это не сможет сделать никто. Это первое, на что я хочу обратить внимание. Второе, на что я хочу обратить внимание, у нас мы очень сблизились с родственниками, которые сейчас живут. То есть так получилось, что мои родственники живут по всей территории России. И в итоге, в результате того, что мы начали заниматься историей своего рода, наши родственники, которые живут во Владивостоке, они проявили инициативу, создали чат родовой, и сегодня мы очень близки. То есть каждое утро мы начинаем с того, что мы приветствуем друг друга. Мы видим, как растут наши дети, внуки, несмотря на то, что мы живем в разных городах. Согласитесь, что вот это тоже очень дорогого стоит. Сегодня я хочу вам показать то видео, которое я записала тогда, 6 лет тому назад, когда я начинала работать с родом. Если хочешь быть сильным, если хочешь быть мудрым, если хочешь ты счастья и огромной любви, обратись ты к истокам, и накопленный опыт сотен поколений своих получи. Дорогие друзья, мы с вами живем в удивительное время. Время, когда законы старого мира уже не действуют, а новые пока не вступили в силу. И вот в это непростое время важно найти тот стержень, ту основу, на которую можно опереться. И такой основой, таким фундаментом, на мой взгляд, является наш род, род каждого из нас. Я выражаю намерение поделиться с вами опытом того, как получить благословение своего рода. Ведь это и есть ключ к благополучию каждого из нас, к повышению самооценки и уверенности в себе. Сила моего рода помогла мне развязать кармические родовые узлы и получить тот стержень, который помогал и помогает в минуты отчаяния. Я смогла это сделать, а значит, сможете и вы. После этого мы с дочерью поехали на родину моей мамы, в Гафурийский район, в деревню Кутлугуза. И результатом этой работы стало создание вот этого фильма, который я тоже часть, начало и конец которого я хочу вам сегодня показать. Если хочешь быть сильным, если хочешь быть мудрым, если хочешь ты счастья и огромной любви, приходи ты к истокам, к тем местам, где любили, сердца открывали все родные твои. Я знаю, что есть такое место на земле, где вся природа слышит и помнит твоих предков, где каждый камень священен, и место это Родиной зовется. А еще прекраснее
если с тобой будут дети твои. Вы пройдете по тем местам, и озарятся ваши души светом, светом любви и благодарности. Я позвала в путь дорогу дочь свою. Давай пойдем туда, где наши истоки, где начинался наш род, чтобы почувствовать любовь и благодарность к каждому, чья кровь в нас течет. Так началось наше путешествие в деревню Кутлугуза Гафурийского района, что в республике Башкортостан. Родина предков встретила нас приветливой солнечной погодой. Сначала мы зашли в районный архив, чтобы узнать годы жизни самых далеких предков. А потом пошли пешком по святой для нас земле. Каждый шаг был благословением. Теплое дыхание воздуха, телята, жующие траву, влажные утки, деловито гуляющие по деревне, нетронутые цивилизацией уголки природы, река у деревни окрыляли нас и наполняли такой невероятной радостью и силой, что хотелось петь и обнимать весь мир. Я расскажу тебе, как начинался род Сагитовых-Гайсаровых. Связан он с деревнями Инзилга и Кутлугуза. Это история о настоящей любви, которую дано пережить на планете Земля. Красивый статный юноша, надежда своего семейства по имени Абдулла, был пленен красотой и нежностью красавицы Хадичи. А случилось это в те далекие времена, когда дети не перечили воле родителей, слово отца было законом в семье. Отец Абдуллы присмотрел своему наследнику достойную жену, которая принесет их роду богатство и хороших потомков. Отец жил надеждой об этой свадьбе, строил планы, представляя, как сын приведет в дом невестку. Тогда два рода станут еще мощнее, и укрепится их стержень, и вырастет богатство. Абдулла знал о планах отца, но в сердце ему запала девушка из соседней деревни. Одного взгляда этой красавицы было достаточно, чтобы сердце Абдуллы начинало бешено колотиться, мысли уносились высоко в небеса, хотелось петь и забывались все жизненные невзгоды и горести. А это было сердце храброго и упорного Батыра. Он понимал, что без этой девушки не сможет он быть живым и по-настоящему счастливым. Даже угрозы отца, недобрые слова матери о том, что нельзя перечить родительскому слову, не были в состоянии удержать пламенное сердце. «Отец, я ведь мужчина. Если я не последую зову своей души, не быть мне счастливым на этой земле. Это мое испытание, это моя дорога. Прости, отец». С такими мыслями и отправился Абдулла в соседнюю деревню, где жила та, что пленила его сердце. А сейчас я хочу обратиться ко всем своим предкам через века, через года, пусть с опозданием, но я хочу это сделать с любовью и благодарностью. Мой дорогой род, мои любимые предки, те, кого я лично знаю, и все, кого я в этой жизни не встречала, но благодаря вам всем я сейчас здесь. Я продолжатель нашего рода, кому выпала честь быть на нашей земле в великую эпоху Перехода. Благодаря энергиям, которые вы передавали из поколения в поколение, я сильна знаниями, красотой и пониманием.
Я осознаю ответственность перед вами за все происходящее на планете. Вы здесь любили, страдали, умирали, учились, несли свет в душах. Я получила много от каждого из вас. В течение столетий соединялись разные рода, чтобы воплотиться каждый раз в прекрасное дитя. Я люблю и благодарю каждого из вас и всех вместе. Я посылаю вам сейчас частицу своей души. Примите мой низкий поклон, мою искреннюю любовь и благодарность. Я вас не подведу. Я оправдаю ваше доверие. Что еще важно? Изучение истории своего рода дает понимание истории нашей страны, нашего Отечества. Вы знаете, раньше я просто запоминала какие-то даты. Тут была война, тут было восстание, тут было что-то еще, но как-то меня это лично не касалось. А сегодня, когда я изучаю свой род, я как бы становлюсь даже участником этих событий. То есть, вы знаете, когда моя дочь нашла документы о том, что один из наших предков по имени Усман участвовал в войне с французами 1812 года, затем дочь нашла медали, которые он получил 2 медали за участие в этой войне, у нас была необыкновенная радость. Да, и еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Когда вы сами начинаете заниматься родом, ваши самые близкие, они тоже к этому подключаются. Я сейчас говорю о своей дочери. Лилия, она вообще умеет все, моя дочь, умеет все структурировать. Она вообще кандидат из психологических наук, она живет в Санкт-Петербурге, но она постоянно, специально даже приезжает сюда для того, чтобы работать в нашем архиве. Она, конечно, изучила все эти ревизские сказки, которые связаны с нашим родом. Она очень много посылает запросы в разные архивы нашей страны. И вообще изучение рода, знаете, оно напоминает такое расследование, когда потянешь за одну ниточку, и клубочек начинает раскручиваться. Это удивительный процесс. И даже говоря о дочери, я хочу сказать о том, что на сегодняшний день она вместе с такими же энтузиастами, коллегами, они создали агентство, которое называется «Сундук». И моя дочь является специалистом именно по Башкирии. Она помогает тем, кто хочет найти, составить свою родословную в выполнении этой работы. То есть это тоже огромный плюс. То есть это тот путь, по которому мы идем уже 6 лет, изучая свой род. Далее, вот именно изучение рода, оно постоянно подталкивает к каким-то новым знаниям. И вот сейчас я хочу сказать, что я и моя дочь, мы начали изучать арабский, старотюркский язык. В этом нам помогает замечательный преподаватель нашего университета Куланчин Айтуган Юмагулович. То есть мы изучаем для чего? Для того, потому что наши предки, они писали на арабском языке. И свидетельства о рождении, свидетельства о браке, и какие-то документы, они тоже на арабском языке. И именно с этой целью мы сейчас тоже начали изучать язык. Согласитесь, что вот это уже очень много, это действительно дорогого стоит. И еще одно предложение, я хочу вам, с одним предложением хочу поделиться. Посмотрите вот тот фильм, который я тоже записала в начале своего пути. Добрый день, дорогие друзья. Я по специальности музеевед. И, наверное, именно поэтому у меня есть такая мечта. Я очень хочу создать музей семьи планеты Земля. Но, естественно, возникает вопрос, а зачем такой музей нужен и кому он нужен? Вы знаете, вот слова род, народ, родина имеют один корень. И вот в моем понимании, почему очень часто люди ведут себя плохо на этой планете, почему они позволяют себе какие-то нехорошие поступки, говорят нехорошие слова. Мне кажется, одна из причин в том, что человек чувствует себя отделенным, отдельным, ни от кого не зависящим. У него нет ответственности ни перед кем. А если я понимаю, что я не сама по себе,
если я понимаю, что за мной стоит целый род, если я понимаю, что за мной будут еще потомки, то я буду отвечать за то, что я делаю. И вот для этой цели и нужен такой музей. Очень важно, на мой взгляд, чтобы этот музей создавался людьми, вот нами, просто теми, кто живет на этой планете, не политически, не государством, а именно мы, сами для себя, для своих детей, для своих потомков собираем, создаем такой музей. Пока, мне кажется, пусть он будет просто виртуальным. И вот именно поэтому я и записываю это видео, что я обращаюсь к вам, каждому из вас, к тем, у кого в душе найдет отклик сама эта идея создания музея, где будет информация обо всех наших предках, где будут наши истории, не формализованные, опять же, а именно наши истории, какими бы они ни были. Все это должно быть здесь, где каждый род будет иметь как бы свой домик, свою ячейку. Там будет геральдика, конечно, с этим связана, с этим родом, который будет включать то, что характеризует именно этих людей. Там будут наши истории. И любой тот, кто приходит в наш род, он может познакомиться с этим родом, он может узнать и то, что было хорошее, и плохое. И через этот музей, поскольку мы здесь будем люди, которые все-таки будут курировать, люди будут учиться не оценивать события, а просто принимать их, принимать как опыт и благодарить своих предков за то, что такой опыт был. Мне кажется еще очень важным, чтобы подрастающее поколение находили своих кумиров не среди политических деятелей, не среди людей шоу-бизнеса, потому что там идет своя игра, а среди своих предков. Вот мой кумир – это тот, кто жил до меня. Вот мне очень хочется и эту идею донести до вас, до тех, кто меня слушает. Этот ролик был записан лет 5 тому назад, но я согласна со всеми идеями, которые там изложены. И сейчас, подводя итог нашей встречи, я хочу предложить вам, вернее, разложить еще по полочкам, а как, вот, возможно, возник у вас вопрос, а как начать этот процесс, да, изучения своего рода. Но начните с того, что опросите всех родственников, которые у вас есть в настоящее время. Особое внимание, особое почтение окажите тем, кто уже в зрелом возрасте. У них могут быть может быть какая-то информация, может быть, они расскажут по каким-то фотографиям вам что-то. Вот это первое, что нужно сделать. Далее, конечно, прочитайте книги. У нас наша Академия башкирская наук, ею издано очень много хороших книг, в частности, Асфандияров, автор великолепный. Обязательно с этим познакомьтесь. Потом уже идите в архивы. В архивах вы возьмете ревизские сказки, там 18-19 век, начните с метрических книг и так далее. То есть это бесконечный процесс. И что я хочу вам сказать? Если вы встанете на этот путь, то вот что бы ни происходило в этом мире, вас ничто уже не сломит, не испугает, потому что вы будете всегда чувствовать, что вы не одни в этом мире, что за вами стоит ваш род, ваш великий, прекрасный род. Я желаю вам удачи на этом самом замечательном пути, о каком только можно говорить. Всего доброго, друзья. Unutma тамырларыңдан башкорт каны ага, көсле рухлы халыктың уланы һин. Unutma милләтеңде алга әйдә сакыр һин көрәшкә. Unutma үз тарихыңды югалтма һин хакла. Заман афәтләренә башкортың бирешмә. Көз гайрәт түземлек бир Аллам, башкортмын дип күкрәгемде кагам.